Отправной точкой инспекции стал двор одного из домов по улице Интернациональной. Еще недавно он был в числе самых проблемных. И вот облик придомовой территории изменился радикально. Тротуары заасфальтированы, обустроены новые бордюры. Дворовая территория действительно была разбита. Проехать здесь было довольно-таки проблематично. И в связи с тем, что не было уклона на рельеф, вода в некоторых местах скапливалась. Естественно, даже пешком было пройти невозможно, потому что тут забор. И как такового тротуара нет, его не было с самого начала вообще, в принципе. Двор дома номер 16 по улице Советской тоже преобразился. Раньше здесь было, как говорится, не проехать, не пройти. Подрядчики восстановили асфальтобетонное покрытие и бордюрные камни. Скоро установят полусферы, и мамы с колясками смогут преспокойно гулять, не опасаясь, что им помешает какой-нибудь автомобиль. К слову, сами жильцы качеством ремонта остались довольны. Все познается в сравнении. Двор стал замечательный по сравнению с тем, что было. Возможно, какие-то есть недочеты, но мы их не видим, потому что асфальт красивый, ровный. Во дворе стало вообще по-настоящему ездить. Просто ездить, а не мучаться и не проваливаться в ямы. Завершился рейд на улице Ленина, возле дома номер 17. И здесь картина вполне радужная. Небольшие нарекания есть только в части доступности некоторых объектов для людей с ограниченными возможностями. Здесь необходимо сделать либо какой-то скат, либо добавлять какую-то ступенечку, либо что-то еще придумать, чтобы уменьшить высоту перепада, потому что это большая проблема. Не только для колясочника, то есть, мама с коляской будет идти, то есть ей проблематично будет поднять это все, вес большой. Пожилые люди тем более. Подводя итоги рейда, инспекторы высоко оценили увиденное. По их словам, подрядчик вполне надежен, и все выявленные недочеты устранит в ближайшее время. Можно отметить, что в следующем году программа будет продолжена. В настоящее время рассматривается в правительстве региональная программа, на которую будут выделены денежные средства. Сейчас как раз это постановление должно быть подписано. В следующем году в республике на развитие городской среды планируется потратить около 300 миллионов рублей. Напомним, что одним из условий реализации федеральной программы является максимальный учет пожеланий самих горожан. Поэтому инициатива сыктывкарцев и жителей моногородов, пока только они участвуют в проекте, очень приветствуется. Елена Кононова, Сергей Туркин, Олег Юшков, телеканал Юрган, Сыктывкар.